Российской Федерации присвоено Колесову Александру Гаврильевичу, командиру отряда добровольцев Батур-Барс-2, Республика Саха, Якутия. Я благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу за оказанную честь и доверие. Для меня огромная честь получить высокую награду моей Родины. Это очень ответственно и почетно. А у нас там один Алеша. Ожесточенный бой, длившийся 5 минут, вызвал широкий резонанс. В Запорожской области танк «Алеша» первым выстрелом подбил один вражеский танк, затем и второй. После артиллерийской обработки танк «Алеша» вернулся на боевую позицию и добил врага. Звание Героя Российской Федерации присвоено ефрейтору Евсееву Филиппу Александровичу, механику-водителю танкового взвода. Ефрейтору Неустроеву Алексею Михайловичу, наводчику-оператору танкового взвода. Воины-танкисты с нашей части просили передать вам, товарищ Верховный Главнокомандующий, что впредь и с честью будем выполнять все поставленные задачи и сделаем все для защиты нашей Родины. Сегодня мы пишем очередную историю нашей страны, историю военную. И она рождается у нас на глазах. У вас у всех есть сегодня замечательная возможность посмотреть и пообщаться, и позадавать вопросы тем, кто эту историю создает. У вас есть замечательная возможность сегодня лично с ними поговорить. Поэтому задавайте вопросы, если есть, если письменно, пожалуйста, мне, я зачитаю. В успешной службе в специальной военной операции вот Филиппа, Алексей тоже служил уже, да? Сколько тоже? Тоже 2 года. Где? Там же? Хабаровске, да? Вот. Им, видимо, помогло то, что они прошли 2 года. А много приходилось ездить на танке там во время этих срочной службы? Да, много. То есть по-настоящему? Ну. То есть в те времена, когда наши герои служили, военному делу учились настоящим образом. Есть такое выражение одного из великих прошлого: военному делу надо учиться настоящим образом. И вот наши герои проходили именно такую срочную службу. Это во многом помогает сегодня тем, кто проходил срочную службу тогда. Вопрос был такой: если 122-миллиметровый снаряд попадет в танк, что с ним будет? Ну, снаряды бывают разные. Фугасный? 120 миномет-то. Миномет-то танк выдержит. Танк выдержит. Да. А так 155-й, 152-й он не выдержит. А так миномет 120-й, да, выдерживает. Услышали, да? Минометный снаряд 120 миллиметров
танк держит. Но 152 или 155, вот натовский калибр, тяжело. Хотя бывает разное. Наши герои воевали на танке Т-80. И, по-моему, и службу проходили тоже на нем уже, да? На этом танке нет? Т-72? Расскажи. Я служил на Т-62 заряжающему. 80? На Т-80, да? да. То есть для тебя техника знакома. Наша бронетанковая техника, она постоянно совершенствуется, понимаете? Это хорошие танки. Вот я еще бы два слова добавил к этому. Тот бой, который знает сегодня, по-моему, это почти весь мир посмотрел, благодаря вашему другу, который получил медаль за отвагу, тоже от президента. Значит, он так красочно рассказал про этот бой. Так вот, этот бой уникальный по своему содержанию и итогам. В истории военной ни в одной стране мира весь экипаж не представлялся к самым высоким наградам какого-то государства, ну и у нас и в Советском Союзе, и в Российской Федерации. Весь экипаж представить к званию Героя Российской Федерации такого не было еще, и в Советском Союзе тоже. Это уникальный бой. Такой вопрос к вам. Как вы считаете, ваши подвиги изменили вас как личность? Александрович. Да, изменили, конечно. На улице нормально ходить не могу. Я не могу. Не дадут пройти. Да. Изменили. А у тебя как, Алексей, дела? Алексей Михайлович, пожалуйста. Да, изменило, конечно. Эти поездки эти. Там зовут, тут зовут. Там фоткаться, тут. До этого у меня спокойная жизнь была. Ну, что касается как личности, изменений нету. Но, знаете, появилась ответственность очень-очень огромная. Вот, пожалуй, основное изменение в этом. Чувство ответственности перед населением, перед народом, перед страной. Это усилилось. А как личность, нет, мы уже люди состоявшиеся, как бы тут психологических надломов нету. Вот, да, а насчет узнаваемости, да, тут уже общая беда. Везде узнают, фотографируются. Ну, а что делать? Надо как людей уважать. Все. Какое бы вы, так, как герои России, дали бы напутствие молодому поколению? Всегда занимайтесь спортом. Ну, как бы, это, как сказать, надо поддерживать себя всегда в форме физической. Я вот как со школы занимался и до сих пор хожу в спортзал, да. Почему? Потому что вот за 3 войны, вот то, что я как бы занимался физической культурой, мне много раз жизнь спасала, понимаете? Вот я вот таким же молодым был, как вы, но мы жили в Советском Союзе, у нас впереди светлое будущее нас ждало. Мы не знали, что будут войны. Но знаете, я вот перечислю сейчас, вот Приднестровье, Первая, Вторая Чеченская, потом Грузия, Сирия, Донбасс первый, и сейчас вот 7 войн, вот. Понимаете, за 30 лет 7 войн произошло, где участвовала Россия. Просто я не хочу сказать, чтобы мы хотим войны, просто если хочешь мира, готовься к войне. Всегда занимайтесь спортом, самообразованием, ведите здоровый образ жизни, чтобы голова всегда четко как бы соображала, быстро принимали решения. Вот что я хочу сказать. Всегда занимайтесь спортом, всегда вот поддерживайте себя в хорошей физической форме. Это никогда не помешает. Я видел, как там на войне людям было трудно. Да, люди там разные приходили, многие там, вот марш-бросок, бежим, уже падают, да. Вот поэтому это в жизни пригодится даже без войны. Вот что я хочу сказать. Всегда вот поддерживать, во-первых, физическое состояние в норме. Вот. И образование всегда учитесь самообразованием. Это очень-очень помогает умственному развитию. И хочу обратиться к вот нашему подрастающему молодому поколению.
Знаете, ребята, вот что хочу сказать. Мы были такими же молодыми, как вы. Понимаете, будущее нашей республики, страны в ваших руках. Потому что мы уйдем, когда состаримся, уйдем на пенсию. А вы будете руководителями, тружениками, и вы будете строить нашу современную, лучшую Россию. Поэтому будущее за вами. Я очень надеюсь, что среди вас сидят очень выдающиеся в будущем наша гордость, защитники, руководители, труженики, как сказал, ученые. Так что никогда не сдавайтесь, трудности нас только закаляют. Я верю в вас, я вижу в ваших глазах себя молодым. Так что вперед, дерзайте, удачи, здоровья. В историческом парке открылся мастер-класс по изготовлению маскировочной сетки для дальнейшей передачи бойцам в зону специальной военной операции. Изготовление всерьез маскировочных сетей, того, чтобы потом их отправлять в специальные военные операции, чтобы наши воины, наши солдаты были защищены. Мы являемся филиалом общероссийского волонтерского движения «Боевые шелкопряды». Здесь, в Якутии, с февраля месяца. И посмотрите наш логотип. Сверху это российский и снизу наша боевая стрела. Нас на фронте уже знают, нашу продукцию шелкопрядиков. Хотелось бы еще поблагодарить многих людей, которые помогают руками, помогают своими деньгами, помогают каким-то участием. Нас немало, нас много. И наше дело ширится. Таким образом мы можем помочь больше нашим парням из Якутии. И не только парням из Якутии, а всем нашим бойцам на передовой. Медиацентр «История» и мы приглашает в мир видеопроизводства исторического парка «Россия. Моя история». Мы предлагаем интернет-трансляции, многокамерную съемку, услуги видеооператоров, фотографа и режиссера монтажа, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5.